Ну, те опасения, которые есть, мы недавно приняли закон о гражданстве, который дает возможность проживать 25 лет, чтобы получить в Абхазии гражданство. Наверное, в Америке легче получить. Это правильно, надо ужесточить, надо в законодательном плане не давать возможности людям какие-то иметь лазейки. Первое. Второе. Я думаю, что мне не надо доказывать, что я патриот Абхазии, но я хотел бы сказать, что именно касающийся восточной части Абхазии, где я бываю, и там есть мои бойцы, мне иногда неудобно. Почему? Потому что, когда они приезжают в Гарвард ко мне, видят мой уровень жизни. А когда я приезжаю там, вообще непонятно, как люди там могут жить и существовать. Если есть сегодня такая возможность, и у нас очередя не стоят инвесторов, для них надо создать благоприятные условия, создать имидж для того, чтобы люди вкладывали. Весь мир борется для того, чтобы привлекать инвестиции. Я думаю, что это даст повод в восточной части Абхазии, и то, что я надеюсь, что она будет запущен аэропорт, в ближайшие годы мы увидим, что восточная часть Абхазии изменится намного в лучшую сторону. И это, естественно, несут ответственность. Вот сегодня здесь сидят 95%, которые отвечают за будущее Абхазии. Благодаря главнокомандующему Сергею Атенбах мы имеем победу. Благодаря Сергею Васильевичу мы имеем независимость. А вот сегодня судьба наша, сидящих здесь, зависит, как мы будем дальше жить. 30 лет прошло. Если вы сегодня спросите инвалид войны, который получает 8,5 тысяч, он удовлетворен нашей жизнью? Конечно, нет. Мы должны все делать для того, чтобы, защищая безопасность Абхазии, дать возможность нашему населению жить лучше. В сегодняшний день эти возможности, я думаю, что появятся. Но это решение за нами, за депутатами. Я полностью поддерживаю и призываю коллег и тех людей, которые хотят развития будущей Абхазии не по политическим соображениям, а в реальной жизни. Я думаю, что это законопроект, мы каждый по своей совести, он должен нести ответственность принятия этого закона. Благодарю.